Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые братья и сестры, сколько поучительного и полезного оставил нам наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Если мы будем следовать посланному нам Аллахом пророку, да благословит его Аллах и приветствует, исполняя все, что рекомендовано им, то будем благословлены в этом и в ином мире. Одним из тех наставлений, что оставил нам пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является поминание Аллаха. В суре Аль-Бакара священного Корана Аллах говорит: «Так поминайте же меня, и я буду помнить о вас. Кто будет обращаться к Аллаху с мольбой, будет услышан Аллахом и вознагражден». Аллах предписывает своим рабам продолжать в Него верить, и это не даст им свернуть с истинного пути. Перед отправлением на сражение или перед каким-то другим важным событием посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, учил своих асхабов молитве, упованию на Аллаха, чтобы они не забывали Создателя. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, сказал в своем хадисе: «Когда просите, то просите Аллаха. В каком бы состоянии и по какому вопросу бы вы ни просили, просите только Аллаха». Это значит, что Аллах един во всем. Аллах милостив, милосерден, только Аллах нам поможет. Обращаясь к Всевышнему с мольбой, верующий должен быть абсолютно убежден в том, что Аллах услышит его просьбу и ответит. Как сообщил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует: «Взывайте к Аллаху, будучи уверенными в ответе». Если мы перестанем просить Аллаха, то это может отдалить нас от Аллаха. Если мы не будем молиться и просить Аллаха, то Аллах не будет отвечать нам на наши мольбы. Мы должны соблюдать все предписания Аллаха, тем самым Он оберегает нас в этом и в ином мире. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, научил нас, как и своих асхабов, молиться, просить Аллаха утром, днем и вечером, перед дорогой, перед тем, как сесть на самолет, в тяжелых ситуациях, скорби, перед едой, после еды и в других различных ситуациях. На все эти мольбы ответит Аллах. Верующий, совершая дуа, подтверждает свою веру в единство Аллаха. С каждой дуа его вера лишь укрепляется. Так человек познает свое истинное положение, величие Аллаха и беспомощность. Верующий осознает отношения между собой и своим Творцом и подтверждает их посредством своих действий. «Какая будет польза молящемуся?» — сказал посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует. «Если раб Аллаха попросит, то он не останется без 3 вещей. Первое — время, которое он проводит в мольбе, упоминая, восхваляя Аллаха, за что Аллах вознаградит его. Второе — Аллах даст ему то, о чем он просит. Если не сегодня, то в судный день эта мольба придет ему на помощь. Ни один раб Аллаха не останется без ответа. Во время молитвы мы показываем, что Аллах милостив, милосерден, всемогущ, а мы являемся Его рабами, и мы настолько немощны перед Ним, что нуждаемся в Нем». Во время молитвы мы должны осознавать наше ничтожество перед Аллахом. Мы имеем только то, что дает нам Аллах. Мы бессильны без помощи Аллаха. В Коране Аллах говорит: «Вы просите меня, и я вам отвечу». Во время сражений асхабы не раз видели посланника Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, молящимся. Анас бин Малик передал в своем хадисе, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, часто к Всевышнему обращался с мольбой о том, чтобы Всевышний защитил его от лени и слабости, печали и тревоги, от малодушия и трусости, а также от бремени долгов и скупости и от любых притеснений со стороны окружающих его людей. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, сказал:
Если вы задумали что-то, будь это дорога, замужество, женитьба или что-то другое, то совершите истихара намаз и просите Аллаха о своем желании, уповая только на Аллаха, показывая тем самым, что ты раб Аллаха, зависимый от Него. Некоторые благодарят Аллаха, когда им становится хорошо, но бывает и так, что одни оставляют молитву, когда их настигает беда, когда им невыносимо тяжело, основываясь тем, что им трудно молиться в таком состоянии. Но истинный раб Аллаха должен уповать на Аллаха в любых ситуациях. Мы должны благодарить Аллаха в любом состоянии, и самая ценная молитва — благодарение Аллаха. Уважаемые братья и сестры, если мы будем благодарны Аллаху, и если научимся упоминать Аллаха, то Аллах не оставит нас. Если даже мы не получим ответ в этом мире, то в этом есть мудрость Аллаха. Он знает, что для нас лучше или нет. В судный день сколько людей Аллах одарит хорошей вестью. Люди удивятся, откуда столько хорошего. Аллах ответит, что это ответ на ваши мольбы при жизни. Таким образом, Аллах не оставит ни одного раба без ответа на свои мольбы. Пусть каждый, кто обратился к Всевышнему с мольбами, ждет ответа на свои дуа, ведь и это ожидание является одним из видов поклонения. Чем дольше и труднее для раба ожидание ответа от Аллаха, тем ближе он к нему. Турпал Али, да будет доволен им Всевышний, сказал: «Если Аллах отвечает моей мольбе, я радуюсь один раз, потому что это моя воля. Но если Аллах не отвечает моей мольбе, то моя радость увеличивается 10 раз, потому что это воля Аллаха». Дуа – это самое сильное оружие верующего. В молитве сила верующего. Совершая дуа, верующий проявляет искреннюю веру, смиренность и упование на Всевышнего Аллаха. Когда к посланнику Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, приходили люди со своими горестями, бедами, болезнями, долгами, он учил их молиться. Каждого из них он учил молиться, показывая тем самым, что все в руках Всевышнего. Молитва — это взывание к Аллаху, к Его мощи, милости, милосердию, могуществу. Мольбу можно совершить в рукуа, с поднятыми руками и без них. Если ты просишь за братьев по вере, то это значит, что ты их любишь. Если ты просишь за брата или сестру по вере, когда его нет рядом, и просишь ему блага, здоровья, удачи и так далее, то Аллах присылает к тебе ангелов, и эти ангелы просят Аллаха за тебя то, что ты просишь за своих братьев и сестер по вере. Если ты просишь за них веру, то ангелы просят Аллаха тебе веру. Если ты просишь Аллаха за брата богатства, то ангелы просят богатство за тебя. Если ты просишь облегчения брату по вере, облегчение от боли, болезни, грусти, то ангелы попросят это за тебя. Аллах обязательно ответит на мольбы ангелов. Ангелы не едят, не спят, не пьют, все время молятся Аллаху. Их миссия на земле — просить за нас. В судный день солнце будет придвинуто настолько близко, что мозги у людей будут кипеть от жара. В этот день под тенью Аллаха соберутся те люди, кто любили друг друга, то есть те, кто при жизни молились друг за друга. Если о любви мы выражаемся языком по-своему, то Аллах это видит в наших сердцах. Поэтому мы должны молиться Аллаху, веря в силу молитвы так, как после нашей мольбы о дожде действительно пойдет дождь. И мы не должны стесняться молиться. В любой ситуации мы не должны забывать о молитве, потому что Аллах не выбирает, кто из нас какой. Он отвечает на все наши мольбы.